на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре четверг, 11 мая. В Чувашии по программе «Комплексное развитие сельских территорий» благоустраиваются парки и строятся школы. Так, например, в этом году в селе Комсомольском на улице Буденного появится парк для молодоженов. Здесь пары смогут провести церемонию заключения брака, а после нее посадить именные деревья. На территории установят ограждения, скамейки, светильники и арт-объекты, обустроят тротуары, проведут озеленение. Еще один парк культуры и отдыха появится в деревне Альбусь-Сюрбеево. Кстати, около 5 лет назад также по госпроекту здесь построили школу и оборудовали спортивную зону. В Канашском округе тоже обновляются образовательные учреждения. В деревне Янглича строится новая школа, которая будет рассчитана на 165 мест. Работы идут по графику, завершить их планируют к августу следующего года. Больше 40 тонн чувашского льна отправили за рубеж. Такого результата удалось достичь благодаря возможностям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и партнерству местного производителя масличной культуры с экспортной компанией. По словам главы регионального Минсельхоза Сергея Артамонова, несмотря на санкции, экспортный потенциал республики не снизился. Так, в первом квартале этого года с территории Чувашии отгружено почти 9 тысяч тонн продукции АПК. Это результат взаимодействия опытных трейдеров и начинающих свой путь в зарубежных поставках аграриев. Также развитию экспорта способствует господдержка. В планах же агрофирмы, которая занимается выращиванием льна, увеличить посевные площади этой сельхозкультуры, а также горчицы. В Национальной библиотеке открылась уникальная выставка китайской живописи. Картины помещены не в рамы, они выполнены в свитках. Сложилось мнение, что китайцы реальные пейзажи не рисуют. Есть даже жанр шаньшуй, где важно не конкретное изображение местности, а то, как художник воспринимает природу, акцент на поэтическом образе. Однако московская художница Анна Донченко практиковала рисование живой природы с натуры в горах. Красоту китайского ландшафта она выразила в монохромной гамме без использования цвета. А вот в изображении цветов и птиц Анна себя не ограничивала. Вместе с посетителями выставки тайны китайской живописи постигла и наша съемочная группа. Подробности в наших сегодняшних выпусках. Музей под открытым небом, новое меню и лучшие сорта пенного напитка. Все это ждет жителей и гостей столицы Чувашии на фестивале «Зеленое золото России». Концепцию его проведения обсудили на первом совещании оргкомитета в региональном Минсельхозе. Время проведения фестиваля в этом году увеличится в 2 раза. Вместо 4 дней – 8. Центром притяжения станет музей на открытом воздухе. Там посетители выставки узнают старинные рецепты варки пенного напитка. Кроме этого, сейчас прорабатывается вопрос о включении в программу «Яркие выходные в Приволжье» нового направления знакомства с хмелеводством в Чувашии. По задумке, участники фестиваля смогут отправиться в путешествие в Цивильский округ и увидеть единственную в стране золотую коллекцию сортов хмеля. Кстати, обновится не только программа выставки, но и меню. На столы планируют поставить блюда, подходящие к пенному напитку. Старт фестивалю будет дан 12 августа. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».